Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Самородки отдаленных населенных пунктов, общественные организации из районов Якутии стали основными победителями конкурса грантов главы. В подвешенном состоянии расскажем о работе банков и платежных операциях в свете последних событий. Трамплин российского футбола. В новом сезоне Дальневосточной юношеской футбольной лиги Якутия будет представлена в 2 возрастных группах. В Якутске организован сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Каждый желающий якутянин может протянуть руку помощи и оказать добро нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Координируют работу центра волонтеры штаба «Мы вместе» совместно с Общественной палатой Якутии и Российским Красным Крестом. Пункт приема расположен в Якутске по адресу улица Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал. График работы ежедневный с 10 до 20 часов. По всем вопросам можно обратиться в колл-центр пункта по номеру телефона, который вы видите на экране. В связи с участившимися случаями распространения непроверенных сообщений в социальных сетях и мессенджерах, а также недостоверной информации, в Якутии заработала горячая линия, операторы которой помогут проверить достоверность тех или иных сообщений, уточнить информацию об изменении цен, транспортном сообщении, в том числе авиаперелетам. Позвонить можно по номеру 8 800 160 59. Напомним, что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Возможность строительства индивидуальных жилых домов в рамках программы переселения из аварийного жилья появится в республике с этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Кирилл Бычков. Он отметил, что Якутия уже готова к реализации проектов по комплексной индивидуальной жилищной застройке. Отметим, что в Якутии уже реализуются первые проекты по данной программе. Так, в 2021 году в столице республики на переулке Базовой строят дома на общей площади около 3000 квадратных метров. В этом же году здесь должны ввести 32 деревянных частных дома с автономным газовым отоплением. Победителями большинства конкурса грантов главы республики в прошедшем году стали общественные организации из районов. Об этом в ходе итогового отчета правительства сообщила вице-премьер Ольга Балабкина. Она особо отметила активное участие организаций из Горного района, которые ранее также побеждали в конкурсе грантов президента Российской Федерации. Так, в прошлом году из Горного района поступила 41 заявка. Кроме того, ежегодно заявки активно направляют из северных районов. Все заявки, по словам вице-премьера, оцениваются независимыми экспертами-профессионалами, а сам конкурс проходит в электронном формате на портале Grants Якутия Клик. Гражданам России рассказали о последствиях санкций, введенных против российских банков. При этом, как подчеркивают специалисты, для вкладчиков, находящихся в стране, нечего опасаться. Все платежные операции онлайн и через банкоматы работают в штатном режиме. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня больше всех от санкций пострадали держатели счетов за рубежом. Представители санкционных банков предупреждают, в странах, поддержавших эти запретные меры, лучше снять наличные. Все транзакции MasterCard и Visa заблокированы. В свою очередь для тех, кто пользуется услугами ВТБ, Сбербанка, Открытия, Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Внутри страны никаких ограничений нет. Связано это в первую очередь с тем, что все платежи внутри государства проходят через национальную систему платежных карт. Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме. Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера, как и раньше. Клиентам ВТБ доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. В полном объеме доступен обмен валюты. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.
Тем не менее, отмечается значительный рост спроса на выдачу наличных денег среди граждан. Специалисты уверяют, санкционные банки готовы удовлетворить потребность клиентов. Так, например, в штатном режиме работают все отделения Сбербанка и ВТБ. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций. Между тем, опрос показал, большинство якутских вкладчиков на санкционные меры реагируют спокойно и без паники. Никаких очередей у банкоматов, только явное напряжение. Чего ждать дальше? Если у нас есть вклады, его нужно вложить на какую-нибудь, на недвижимость, либо там купить автомобиль, в общем, приобрести что-либо, чтобы сохранить капитал свой. А если просто взять и наличные держать под подушкой, конечно, это рискованно. Я абсолютно спокоен, даже вот положил деньги. Не думаю, что это как-то сильно коснется именно нас, обычных рабочих. Я предпочитаю пока ничего не делать, потому что сейчас первое время в эти дни это панические действия. Я думаю, что все равно ситуация стабилизируется. Стоит отметить, что теперь возможность приобрести товар за рубежом значительно уменьшилась. Страны, поддержавшие санкционные меры, попросту не принимают оплату визой или MasterCard. А это значит, что о глобальном шопинге можно забыть на неопределенное время. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Перейдем к эпид-обстановке. На 27 февраля выявлено 975 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 270 случаев, 78 заболевших в Мегино-Кангаласском районе, 76 в Намском, 56 случаев в Алданском районе. Еще в 27 районах республики выявлено от 1 до 43 случаев заражения COVID-19. Жители республики тем временем отмечают Национальный день здоровья в последнее воскресенье этого месяца. Дата празднуется с 2000 года в целях утверждения здорового образа жизни в Якутии и признания важнейшей ролью духовного, нравственного и физического здоровья в повышении благосостояния народа. Якутян поздравил глава республики Айсан Николаев. Руководитель региона отметил, что высшим национальным приоритетом государственной политики России является народосбережение. Задачи, поставленные главой государства, решались в 2021 году в рамках Года здоровья, а в текущем году работа продолжается в рамках Десятилетия здоровья. Перейдем к спортивным темам. Кикбоксеры Якутии принесли медали чемпионата и первенства Дальнего Востока. 15 медалями отличилась сборная Якутии под руководством тренеров Андрея Алексеева и Уюсхана Барашкова на чемпионате и первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе К1. У якутян 9 золотых медалей и 6 серебряных наград. В новом сезоне Дальневосточной юношеской футбольной лиги Якутия будет представлена в 2 возрастных группах. В прошлой кампании честь республики защищали воспитанники якутских футбольных школ 2006 года рождения. В грядущем сезоне в лигу дополнительно вступят игроки 2007 года рождения. Составы обеих команд практически сформированы, приглашены юноши из ведущих школ республики. Они тренируются в спортивном комплексе «Дахсун». Новый сезон юношеской футбольной лиги начнется в первых числах мая. ЮФЛ – это один из новых проектов Российского футбольного союза. Он разработан Союзом в целях развития футбола в целом на Дальнем Востоке, и по всей стране. Для спортивных школ Дальнего Востока, конечно же, он дает, во-первых, это возможность нашим детям проявить себя. И, конечно же, это же обмен опытом, во-первых, и повышение квалификации наших тренеров. В состав команды 2007 года рождения, которая дебютирует в лиге, вошли воспитанники Республиканской футбольной школы, детских юношеских спортивных школ номер 2 и номер 4, а также спортивного клуба «Динамо». В данный момент команда тренируется в Якутске, однако в скором времени тренерский штаб планирует провести сборы в Нерюнгри и принять участие в турнире в другом регионе. Посмотрим на ребят уже конкретно в игровых ситуациях, в матче. И дальше планируем выезд куда-нибудь на сборы, в город Нерюнгри, например. А в дальнейшем, может быть, выезд, проверочные контрольные соревнования в город Читу. Ребята загорелись глазами, им очень интересно.
К другим темам. Самый северный бриллиантовый цирк Якутии готовится к весеннему сезону. Труппа не только репетирует номера, но и проходит специальные тренинги и мастер-классы. Для актерского состава цирка психологические тренинги, стратегическая сессия и деловая игра. Их проводят специалисты некоммерческой организации «Индустрия будущего». Эти мероприятия должны помочь коллективу настроиться на плодотворную работу, снять напряженность и разработать планы и задачи на ближайшие годы. Отметим, что в 2024 году бриллиантовый цирк Якутии отметит юбилейную дату. Уже началась подготовка к этому событию. В рамках стратегической сессии под названием «Наш цирк, наше будущее» мы делаем такую перезагрузку коллектива, коллективной деятельности, чтобы государственный цирк перешел на новый виток развития. Такой запрос у руководства и всего коллектива. У них есть большое пожелание найти новые направления. И сегодня коллектив будет работать по 4 станциям, 4 направлениям, где они будут каждый предлагать свои идеи, например, по новой программе, по продвижению цирка, по решению текущих сложностей и барьеров для развития, ну и также по строительству второй очереди цирка. И в заключение, найденного в конце прошлого года в Ленском районе фламинго перевели в общий павильон зоопарка «Роев-ручей». Гриша был найден в ноябре прошлого года с обморожением ног и в январе доставлен в Красноярск. На момент прибытия он весил 1 килограмм 700 граммов, что критически мало для его возраста. Специалисты определили, что птенец родился весной 2021 года. Птицу выходили ветеринары в карантинной зоне, и сейчас его уже выпустили в общий павильон к стае фламинго. Конечно, немножко взрослые птицы пощипывают его чуть-чуть, но это абсолютно нормально. Фламинго – стайные птицы. Сейчас определится немножко иерархия этого птенца в стае, и все будет замечательно. Главное, что подошли к еде уже в постоянном вольере, и птицы уже кушают. Это очень радует. Значит, все прошло хорошо. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.